Китай, рассматривающий концентрационные лагеря как учебные центры, в которых обучают уйгуров профессии, запрещает молодежи поступать в профессионально-технические училища. В некоторых объявлениях Китая о приеме учащихся в профессиональное училище в 2020 году подчеркивалось, что кандидаты не должны быть уйгурами. Хотя эта деталь не приводится официально, в объявлениях о приеме студентов, опубликованных на многих веб-сайтах, в том числе на влиятельных страницах Tencent и Sohu, четко указано, что уйгуры не могут подать заявку на зачисление. В объявлениях условия подачи заявления указаны как в возрасте от 18 до 45 лет уйгуры не должны быть зачислены в программу официального образования. Кроме того, некоторые профессионально-технические училища ограничивают набор уйгуров. По случаю 21 февраля Международного дня родного языка в Бишкеке, столице Кыргызстана, и в городах по всей стране прошли масштабные мероприятия. Уйгурская община приняла активное участие в этих мероприятиях, представила культуру, языковые ресурсы и национальные традиции уйгурского народа, получила награды и почетные грамоты. В Кыргызстане проживает более 80 этносов, среди которых уйгуры занимают 5-е место по численности населения. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что это был бы очень рискованный и неразумный шаг в отношении возможности того, что Китай представит смертоносное оружие для поддержки России в войне в Украине. «Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления смертоносного оружия», заявил в интервью CBC Уильям Бернс. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился в своем твиттер-аккаунте итогами совещания по вопросам безопасности, состоявшемся в Акабе и Иордании с участием Палестины, Израиля, Иордании, США и Египта. Сославшись на новость в израильской прессе о том, что по итогам встречи в Акабе Израиль принял решение заморозить незаконное строительство новых поселений на западном берегу на 4 месяца, Нетаньяху опроверг это сообщение. В Азербайджане чтят память жертв Хаджалинской трагедии, устроенной армянами 26 февраля 1992 года. Азербайджанцы стекались к монументу «Крик матери» в Баку, чтобы почтить память 613 человек, убитых армянами в Ходжалы. Сначала у памятника состоялась официальная церемония с участием президента Ильхама Алиева, а затем памятник был открыт для публики.